Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии работаю я, Гульсум Халилова. В этом часе планируем обсуждать самые актуальные новости, которые касаются непосредственно временно оккупированного Крыма. Рада представить гостя нашей студии, народный депутат Украины, фракция «Слуга народу» Павло Фролов. Витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с новости с Верховной Рады Украины, потому что сегодня Верховная Рада приняла постановление об обращении парламента к Организации Объединенных Наций и другим международным организациям по чествованию жертв геноцида крымско-татарского народа и осуждения нарушений России прав и свобод крымских татар. Проект постановления вступает в силу со дня его принятия. От авторов выступал народный депутат Украины, фракция «Голос» Рустем Умеров. Давайте послушаем его выступление с трибуны Верховной Рады. Український парламент повинен постійно нагадувати світовій спільноті, що депортація з Криму кримсько-татарського народу у 1944 році є геноцидом, а Росія досі продовжує окупацію частини території України, де українські громадяни залишаються заручниками і бранцями. Це наші люди, про яких ми пам'ятаємо і будемо захищати, наскільки вистачить наших сил. Зважаючи на це, прошу вас, шановні колеги, підтримати звернення до міжнародних інституцій щодо вшанування жертв геноциду кримсько-татарського народу. Дякую. Слава Україні! За 310 рішення прийнято. Вы голосовали за это постановление? Да, звичайно. Так, звичайно. Вы голосовали. Почему вы голосовали? Считаете ли вы важным вопрос вот, чествования жертв геноцида крымско-татарского народа и почему? Безусловно, это большая трагедия не только крымско-татарского народа, но и всей Украины. Мы знаем, что в 1944 году, по сути, половина людей, половина татар, которые были депортированы, они в течение ближайшего периода времени, года, погибли. То есть настолько была жестокая эта ситуация. Поэтому Украина, да, уже не первый раз политически обозначила, что мы считаем эту ситуацию, эту трагедию именно геноцидом. И насколько, если я не ошибаюсь, то это впервые мы обратились не только к международным организациям, это мы обратились ко всем парламентам мира, ко всем международным организациям, ведущим в мире, о том, чтобы мы призвали признать ту историю, ту трагедию геноцидом, и мы осудили действия Москвы сейчас и призвали защищать, проявлять максимальную солидарность с Украиной, с крымско-татарским народом и всеми действиями, санкциями бороться за то, чтобы восстановить справедливость, территориальную целостность и обеспечить права крымско-татарских людей, которые там проживают. Потому что есть проблема большая в допуске именно международных организаций, чтобы зафиксировать те нарушения прав человека в Крыму, которые происходят. Потому что российская власть, она, безусловно, пытается эти факты максимально скрыть, не давать публичную плоскость, не подвергать огласке. Поэтому это очень важно. И надо было, наверное, все-таки это сделать раньше, приурочить к дате трагической 18 мая. Ну, вы знаете, Сеймы Латвии и Литвы признали депортацию крымско-татарского народа актом геноцида. Как вы считаете, готовы ли другие страны Организации Объединенных Наций принять подобный закон о признании депортации геноцидом? Я думаю, что за это надо бороться, и украинской дипломатии в том числе, потому что мы знаем по ситуации, допустим, с голодомором украинского народа, это тоже, один период это в мире не признавалось, а активная позиция украинских дипломатов, парламента,
депутатов, президентов все-таки обеспечила то, что очень много стран, цивилизованных стран Запада, ну не только Запада, а с демократическими принципами, они признали эту ситуацию, эту трагедию геноцидом. Поэтому тут все в руках как бы политиков. И сейчас, безусловно, проблема в международной сфере, она, ну, мы понимаем, что сейчас коронавирус и экономический кризис, который, как бы даже вот многие эксперты говорят о том, что самый большой кризис экономический 20 века, это вот депрессия, Великая депрессия 32-33 годов, что сейчас та глубина падения мировой экономики и та глубина социальных проблем, она может быть больше, чем, чем даже за предыдущие 100 лет не было такой ситуации. Поэтому, понятно, все заняты сейчас внутренними проблемами, и то, что украинские дипломаты будут продолжать это, я думаю, и сейчас парламент очень четко обратился ко всем международным институциям, это будет способствовать тому, что эта ситуация будет продвигаться более активно в мировой политике. Ну, спасибо вам для начала за то, что вы поддержали это постановление, за вашу позицию. Я вот что у вас хотела спросить, не как у народного депутата из правящей партии, а вот как у рядового украинца. Когда вы узнали о крымских татарах и о том, что вот был такой акт геноцида в отношении них? Ну, трудно сказать год, но я помню это как бы, ну, все. То есть я не могу вспомнить, но по сути, как только я там начал интересоваться какими-то политическими вопросами, то, конечно, я узнал об этом. Просто вы знаете, да, что после 2014 года, после оккупации Крыма, как бы отношение к крымским татарам, возможно, у какой-то части украинского населения, в том числе и поменялось. Потому что вот нас знали, да, там, что есть какой-то там народ крымско-татарский, но вот о том, что это коренной народ, что это автохтонный народ, что была депортация крымско-татарского народа, что есть народ, у которого есть право на самоопределение, начали больше говорить и уже узнавать, и в публичной плоскости это все, в том числе из уст политиков, начало звучать только после 2014 года, после оккупации. Ну, я об этом ну, как бы знал и раньше. Это просто история нашей земли, поэтому, ну, да, наверное, в 2014 году это как бы политики начали об этом говорить чаще, и эта тема стала больше звучать в эфирах в том числе, и, конечно же, там, особенно вот 18 мая. Но у нас 18 мая, как бы это, по-моему, до 2014 года было признано, это зафиксировано, по-моему, указом президента, да, и поэтому, ну, я об этом слышал, ну, это ж, если это, по сути, сейчас третий такой, ну, насколько я понимаю, это третий этап вот, утеснения, потому что там еще при 19 веке был 1783 первый 18 век, да, то есть это потом вот наиболее, наверное, трагическая, это вот именно вот эта сталинская депортация 44 года. Давайте перейдем к следующим актуальным новостям. Вы знаете, что сегодня состоялась пресс-конференция в Берлине нашего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Германии Хайко Маусом. И, значит, Украина обсудит с международными партнерами формат создания переговорной платформы по неизбежной деоккупации Крыма. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Берлине. Давайте послушаем его прямую речь. Нас цікавить насамперед два його елементи. Елемент номер один – це захист прав людини в окупованому Криму. І у цьому ж зв'язку звільнення осіб, яких незаконно утримує Російська Федерація, про це я вже згадав. І ви знаєте, що абсолютно більшість з них – це кримські татари. Друге питання, другий елемент, він є більш глобальним. Йдеться про те, в якому форматі, власне, ми будемо обговорювати ситуацію в Криму і його неминучу деокупацію. З нашими партнерами ми будемо говорити про те, в якому саме форматі нам налагодити цей діалог, як саме має виглядати платформа щодо Криму, міжнародна платформа щодо Криму. І ця тема буде також предметом нашої розмови з паном Маасом надалі. У нас с нами сейчас на прямой связи политичный эксперт Тарас Чорновол. Давайте его поприветствуем. Пане Тарасе, вітаю вас.
Доброго дня, вітаю Доброго вас дня. і вітаю всіх глядачів АТР. Сьогодні дійсно дуже хорошою подією ухвалення цієї заяви звернення Верховної Ради. Воно зробило сьогоднішній день все-таки позитивним. Рішення Верховної Ради сьогодні були дуже різні, були нейтральні, були негативні. А це те, яке заслуговує виключно на позитивні відгуки, абсолютно і безумовно. Но это не единственная позитивная новость. Вы вот сейчас услышали заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который сказал, что Украина хочет создать международную платформу по деоккупации Крыма. Что это значит, по-вашему? Стоит ли ожидать в ближайшей перспективе создания такой платформи? Знаєте, я би дуже хотів приєднатися теж тут до оптимізму, але в даній ситуації я поки що достатніх підстав для оптимізму не бачу. Наші і політики, і дипломати вміють говорити гарні слова, коли відбуваються певні провали і проблеми. На жаль, берлінська зустріч взагалі в частині Донбасу, яка там була абсолютно основна, для України важко зарахувати в позитив. У такому випадку треба на чомусь сказати якісь позитивні добрі фрази, там, де вони з собою нічого не тягнуть. Міжнародна платформа – це питання у нас напрацьоване, вироблене і фактично працювали усі попередні роки. Давайте згадаємо, не Україна була основним і єдиним ініціатором того, що кожного року в Генасамблеї ООН 2 рази заслуховується питання Криму. Весною завжди було питання незаконної анексії і окупації Криму Росією, а осінню завжди питання кримських татар переслідуванням фактично етноциду, який зараз проводиться путінським режимом. Ці речі подавалися саме на основі міжнародної платформи, в яку входять за різними періодами, в різні періоди це було по-різному, але 40-50 країн, які чітко задекларували себе саме як міжнародна платформа з питань деокупації Криму. Тому, на жаль, пан міністр сьогодні просто, як це часто буває, записав до своїх певних там намірів те, що у нас і так є. Ця платформа просто має отримувати від України належну інформаційну базу і належні наші нормативні дії. Сьогоднішнє рішення в Верховній Раді, воно буде абсолютно позитивным, оно будет здесь консолидирующим фактором. Ну, может, все-таки, вот относительно переговорной площадки, может, все-таки речь идет что-то подобное, вот как нормандский формат, вот 4, может быть, 5-6 стран на уровне президентов либо министров иностранных дел этих стран, которые бы собрались за одним столом и обсуждали, и разрабатывали механизмы давления на Россию или что-то другое? Ні, ну давайте будемо все-таки реалістами. Нормандський формат – це є формат переговорний, в якому є країна, яка постраждала від російської агресії, є країна-агресор, з якою доведуться переговори, і є 2 посередники, які треба віддати тут належне тому, що відбулося. Перших майже 2 роки були на стороні більше Росії в тиску на Україну, останній період весь були на стороні України проти Росії. Там ця формула 3 проти 1 отак мінялася дзеркально. Але це є переговори з країною-ворогом, з країною-агресором. Це тому є переговорний формат. Коли ми говоримо про створення щось подібного до нормандського формату, на жаль, це в принципі неможливо по Криму, тому що Росія навіть не хоче думати про те, щоб сідати за якісь стіл. А может, не нужна Россия на этом формате? Может быть, все-таки создать группу стран, которая бы разрабатывала дорожную карту по Крыму, по разрешению ситуации с Крымом? Ще раз вам відповім. Якщо ми говоримо про формат друзів України і друзів Криму в одному об'єднанні, то в такому випадку, звичайно, що це буде 100% без України. Але це вже є, це вже працює. Просто треба цьому дати нове дихання, треба підтримувати активність цієї формули. Вона існує, я вже сказав, 40-50 країн, які включені. Просто ми не можемо всі, ніхто, ні Україна, ніхто поки що не може дати прямої відповіді, а яким чином забрати Крим у Росії, якщо Росія його включила до своєї території, анексувала. Відповідь дуже проста. Я її не раз говорив у вашому каналі. Це має бути як оцей ефект гарячого розпеченого каменя в руках у злочинця. Вони вхопили, він обпікає руки, його треба викинути, його треба позбутися. Доки живий Путін, на превеликий жаль, говорити про якийсь конкретний план дій не вдасться. Коли ця істота відійде з цього світу, я не сумніваюся, що в Росії буде певний момент теж певного хаосу, тому що диктатори не залишають спадкоємців. Будуть багато хто бігти, будуть бігти і до США просити про підтримку. І на той момент у світі мають дуже чітко пам'ятати, Росія незаконно вкрала Крим, Росія має віддати, і будь-які переговори з новим керівництвом Росії може початися тільки з питання Криму. Ми маємо про це говорити на кожній зустрічі кожен день. На жаль, зараз це трошки знизилося. Добре, що в Берліні про це згадали, я радий про це, але
Ще раз кажу, коли ми говоримо про формалізацію, нам просто треба не вигадувати якісь формати і не малювати квадратики, а вдати більше інформативного ресурсу і більше пасіонарності з боку України в питанні Криму. Я відразу наведу вам один приклад, який мене тривожить. Нехай весняна сесія Генасамблеї не могла відбутися через пандемію коронавірусу. Але ми не розіслали матеріалів, ми не розіслали, не зробили в заочному плані відповідних належних дій, які би мали бути певним симулятором, певною імітацією нехай, але того рішення Генасамблеї, яке кожен раз робилося в основі з приводу анексії. І ми мали почати, закінчую буквально, в травні вже мали почати підготовчі дії для того, щоб ця група друзів України подала заяву на проведення спеціального кримського питання з питань прав людини кримських татар у постійній сесії Генасамблеї ООН. Вона буде відбуватися. А поки що цих дій ми не почали робити. Ще час є. Ми маємо час до липня. Тарас Чорновол, політичний експерт, був з нами на прямому зв'язку. Ну, а как вы расценили заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы? Стоит ли нам ожидать создания вот такой международной платформы относительно деоккупации Крыма? Этот вопрос поднимается постоянно, и в том числе в нормандском формате, вы помните, на пресс-конференции по итогам президент Украины Зеленский поднял вопрос Крыма, и мы видели лицо Путина, когда он поднял вопрос. Подождите, поднял вопрос Крыма, ну, тут это слишком громко, наверное, будет сказано, если говорить в формате нормандского формата, потому что тема Крыма за столом переговоров не обсуждалась. Потому что до этого много раз Россия очень жестко говорила, что это не предмет обсуждений, и вплоть до того, что она отказывалась вообще ехать в Париж, если будет вопрос... Ну, она не согласовывала ту повестку с Крымом. Поэтому, конечно, безусловно, чем больше будет международных площадок, тем лучше. И основной вопрос, как Россию вовлечь на эту площадку, понимаете? Россия пытается Крым вывести за предмет переговоров, вот, в частности, по военным действиям на Донбассе. Но мы видим даже ситуацию, когда в субботу, 30 мая, был захвачен украинский военнослужащий там, за 1000 метров от границы, и там на месте были обнаружены следы каких-то борьбы. И потом не пропал человек, пропал наш защитник, а потом было заявление ФСБ, что о том, что он пытался незаконно проникнуть на так называемую административную границу, пересечь границу Херсонской области с Крымом. Мы видим, что очень сложно отделить проблему Донбасса от Крыма, потому что мы видим, что даже есть попытки таких военных операций и на территории Крыма, этой агрессии российской. Поэтому, чем больше будет... Сейчас понятно, что сейчас... Я знаю, что на площадках, я как член парламентской ассамблеи вы член украинской делегации парламентской? Ага. Да, в ОБСЕ, да, и там этот вопрос готовился. В Ванкувере была летняя сессия, где принималась резолюция, должна была быть в июле месяце. И мы эти наработки делали о том, чтобы включить в итоговую и по утеснению прав крымских татар, и по том, что нужно какие-то призывать Россию к ответу. А как вы считаете, в каком формате должна быть создана международная платформа по Крыму? Какие страны там должны принимать участие в этой платформе? Ну, вы знаете, должны принимать в любом случае Украина и Россия. А дальше, чем больше сторонников Украины, тем лучше. Безусловно, если это будет те же Германия, Франция, США, это будет абсолютный плюс. Канада, Великобритания, Франция. То есть по сути, есть 6 стран, которые, 4 подписанта, это Будапештского меморандума, и плюс там присоединились, мы знаем, Франция, Китай дополнительно. Вот в этом формате. В этом формате это было бы максимально эффективно. Но вы знаете, что недавно вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сказал, что нужно пересматривать Будапештский формат. Я хотела понять, что значит пересматривать Будапештский формат. Если есть уже этот меморандум, подписанный документ от 1994 года, где есть страны-подписанты этого документа, есть Россия, которая нарушила эту договоренность и вторглась в нашу страну, и эти страны, которые нам гарантировали территориальную целостность. Что значит пересматривать? Может, стоит уже как-то созвать этих стран-подписантов и говорить с ними напрямую и сказать, что вы нам гарантировали, а у нас идет война? Я думаю,
Этот вопрос, скорее всего, целесообразно задавать непосредственно Резникову, потому что мне сложно как бы комментировать то, что он сказал. Ну, фактически речь... Ну, я вас спрашиваю Да. как парламентария, да, вы как считаете, стран, подписантов Будапештского меморандума нужно созывать? Потому что документ, который они подписали, да, уж сколько лет назад, оказался вот просто бумажкой, Бумагой, Филькиной да, грамотой, не стоило. которая ничего ну, за собой не несет, никакой смысловой нагрузки. Если на нас напали, а нас не защитили, при Да. том, что мы отказались от своего ядерного потенциала. По сути, ракеты поменяли на бумагу. На бумагу. Безусловно, ну, здесь нужно продолжать на дипломатическом уровне призывать к ответственности и к выполнению тех обещаний, которые дали главы государств мира, по сути. Поэтому я думаю, что эти попытки делались, но, к сожалению, нету в мировой политике, в мировой системе нету механизма ответственности. То есть механизм каких-то реальных действий это только через Совет Безопасности ООН. В Совете Безопасности ООН Россия имеет право вето. И поэтому как бы сейчас мир подошел к тому, что вот то мироустройство, оно понятно, что оно несправедливое, когда есть возможность вот так вот забрать территорию, напасть и как бы не соблюдать права человека на территории другой страны. Поэтому посмотрим, как будет развиваться ситуация. И пока механизмы ООН, ОБСЕ, Совет Безопасности ООН, Совет Европы, который тоже очень активную позицию занимает, украинская делегация там постоянно, вы знаете, что достигает успехов. И А вы представитель украинской делегации в ОБСЕ. Да. Насколько сильно там пророссийское лобби? Ну, смотрите, у нас еще не было, у нас была только осенняя так называемая сессия, там не принималась резолюция, и вот в Вене была зимняя сессия, где, по сути, выступления звучали, и мы действительно, даже я выступал о том, что в этом комитете по правам человека и о нарушении прав человека, ну, я заявлял, а резолюция, по сути, формат ОБСЕ предполагает, что это на летней сессии принимается уже итоговая резолюция, за которую голосуют депутаты. То есть мы еще, новая делегация обновленная не голосовала, мы готовили документы, но, к сожалению, эта ситуация помешала показать какие-то результаты. Но в любом случае этот формат, он остается, и он достаточно действенный, я считаю. Поэтому будем использовать все механизмы. Угу. Вот уже много лет, да, говорят о мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию временно оккупированного Крыма. Это реально, как вы считаете? Нужно ли это? Ну, это опять же, пустить ОБСЕ туда, допустить физически, без согласия России невозможно. Мы понимаем. То есть тут вопрос переговоров с Россией, а Россия, безусловно, она пытается уйти от этого вопроса. То есть мы же сегодня проголосовали, чтобы туда допускали международных наблюдателей от ООН, от ОБСЕ, от ЮНЕСКО, потому что и права детей тоже нарушаются. Поэтому опять легко говорить, легко призывать, это все в эфирах в том числе, а добиться это нужно действительно такой дипломатический талант для того, чтобы убедить, дать те аргументы, показать партнерам, чтобы было такое давление на Запада на агрессора, чтобы добиться результата. Вот когда мы с вами говорили про международную платформу по Крыму, и я спросила, кто должен принимать участие, вы сказали, ну, по крайней мере, это в первую очередь Россия и Украина, да? Но, может, все-таки нужно созвать группу стран, западных держав, наших партнеров, без России, вот, которые бы разрабатывали механизмы давления на Российскую Федерацию и тем самым вынудить ее уже сесть за стол переговоров по Крыму. Вот как вы считаете, что это может быть? На что готов пойти Запад, чтобы вынудить Россию? На что готова пойти Украина, чтобы вынудить Россию сесть за этот стол переговоров? Что может ее вынудить? Сложный вопрос, потому что это мы загадываем, что может быть. Мы не можем знать ответа за Запад, за лидеров Запада. Мы видим, что в мире, особенно вот с учетом этой ситуации с коронавирусом, с глубочайшим экономическим кризисом, мы видим, что
популярны сейчас протекционизм, защита собственных интересов. Уже идет, ставится вопрос, как страны будут реагировать на, прежде всего, внутреннюю ситуацию. И как бы внешняя политика, она немножко отходит все-таки на второй план. Поэтому я думаю, что в ближайшее время сложно, ну, объективно сложно ожидать какой-то активизации от мирового сообщества. Наши усилия должны постоянно в этом направлении Ну вот прилагаться. объективно, Украина достаточно делает в направлении Крыма? Да, абсолютно достаточно. Мы видим, что президент постоянно эту тему озвучивает, постоянно. Мы знаем, что и на последней пресс-конференции эта тема звучала. И ну, во всех... На последней пресс-конференции Зеленского, если бы не вопрос от телеканала АТР, то Крым бы не звучал. Вы смотрели пресс-конференцию? Да, так формат вы же тоже согласитесь, что формат предусматривал вопросы, то есть не было какого-то... Согласна, нет, это даже не претензия к президенту, а претензия к журналистам, согласна. Да, ну поэтому так, наверное, и задумывалось, чтобы был ваш канал и прозвучал вопрос о Крыме. Ну, просто тут дело в том, что пресс-конференция закончилась, и нам удалось выбить микрофон, так-то нам слова никто не дал. Мы сами его выбили этот микрофон и задали свой вопрос. Если бы мы этого не сделали, то Крым бы не прозвучал. В результате прозвучало все-таки. Давайте. Окей, возможно, это было так спланировано, чтобы вот дать вам возможность проявить. То есть больше, я имею в виду, произвести больше впечатления, что вы ваша активная позиция и, соответственно, результат. Давайте на Донбасс перейдем. Следующая тема, которую я хотела с вами обсудить. Достичь соблюдения режима тишины на Донбассе, как это предусмотрено Минскими договоренностями, сложно, но реально. Об этом заявил федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Давайте его послушаем. Ми зустрічались у нормандському форматі у формі відеоконференції і були одностайними в тому, що реалізація домовленостей, які були досягнуті у грудні в Парижі, повинні бути реалізовані. Ми хочемо допомогти вам, підтримати вас разом з Україною досягти миру на сході України, а також маємо досягти режиму тиші, як це передбачено у мінських домовленостях, який буде дотримуватись. У деталях це, звичайно, дуже складно, і ми це знаємо, але це є реально. 6 лет мы уже пытаемся добиться режима тишины на Востоке. Вот сейчас, как вы думаете, удастся ли нам это? Это реально, вот как сказал Хайко Маас, сложно, но реально. А по-вашему, реально? Надеюсь, что да. Это основная цель, и с этого начинаются. Сейчас вот и украинский министр, и была встреча главы администрации, офиса президента с министром обороны Германии, и тоже это звучало. Ключевой вопрос – это остановка, перестать стрелять. Это самое главное, потому что гибнут люди, и, безусловно, политика президента Зеленского в том, чтобы защищать жизнь. Основная ценность – это жизнь. Не какие-то там абстрактные демократические ценности, там форпост Украина как форпост защиты мира, Запада от агрессии, а именно тот простой человек, который живет на Донбассе, который страдает от перестрелок, который уже потерял своих близких, родных, и украинские семьи, которые тоже, мы знаем, тысячи людей потеряли. А как это сделать? Как достичь режима тишины? Ну, вы видите, активная оппозиция. Недавно в трехсторонней контактной группе Украина усилила представительство. Туда были включены дополнительно, вы знаете, 3 глава комитетов от Верховной Рады. Мы предложили привлечь, чтобы ту сторону Донбасса представляли не только те, которые, по сути, назначаются оккупантами, да, вот эти военные формирования, а те, которые там жили, которые родились там, которые имеют авторитет и которые, по сути, были вынуждены покинуть ту территорию. И вы видите, насколько реакция России, прежде всего, она абсолютно неадекватна, они не хотят это воспринимать, не хотят усиливать формат этой группы. Мы видим, что нет заинтересованности, сложно сказать, какие у них цели.
для чего они держат вот в такую ситуацию и не пытаются прийти к чему-то, перестать стрелять. Это настолько большая проблема. Для чего-то им, для информационных каких-то поводов, для того, чтобы влиять, показывать сюжеты, я не знаю, по российскому телевидению. И непонятно. Украина делает все возможное. Эти 3 точки, начали с 3, договорились с 7, развести войска, построили мост в станице Луганской. Мы видим, что, опять же, без позиции России, возможно, это будет России, возможно, санкции все-таки повлияют, возможно, кризис настолько, падение цен на нефть, когда Россия подойдет к тому, что им будет невыгодно, и, возможно, мы дождемся смены власти. Опять уже сколько ждем, мы видим, что готовятся уже изменения в Конституцию для того, чтобы Путин еще мог 12 лет быть президентом. Вы знаете, недавно, на прошлой неделе в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций выступала российская сторона, и они сказали российский представитель сказал такую вещь, он сказал, что пока санкции в отношении России не будут сняты, огонь на востоке Украины не прекратится. То есть это уже прозвучал из уст российских представителей откровенный шантаж и угроза. На что может пойти Украина, на какой компромисс, чтобы достичь режима тишины? Красные линии озвучивали представители власти. Ну а что для вас красная линия? Это суверенитет Украины, территориальная целостность, это жизни украинцев, которые проживают в Украине в тех границах 91 года. Поэтому мы же видим, что несмотря на все обвинения, несмотря на все прогнозы, что будет капитуляция, что будут сданы интересы, что Зеленский является марионеткой кого-то. Но мы же видим, что позиция, она только усиливается Украиной, и есть результаты. Мы вернули 131, по-моему, пленных, продолжаются переговоры о том, чтобы продолжать возврат людей. И это понятно, что если бы не вот этот кризис экономический, коронавирус прежде всего, когда закрыли полностью переход на оккупированную территорию, то продолжалось бы, и было бы больше людей возвращено, тех, которые, в общем-то, мучаются в застенках, которые... Да, вы абсолютно правы. 7 сентября мы помним обмен пленными из оккупированного Крыма, Эдем Бекиров, Олег Сенцов, Кольченко, Балух, больше и наши все моряки были обменены. Но, тем не менее, я абсолютно с вами согласна, но тем не менее в трехсторонней контактной группе в Минске происходят такие вещи, как создание консультативного совета, где Россия выступает чуть ли не миротворцем, а просто посредником, а не страной-агрессором. Подписание формулы Штайнмайера, разведение войск на Донбассе, которое, в принципе, если посмотреть, огонь не прекращается, которая не привела к режиму тишины. Как к этому относиться? На самом деле, 3 точки, где разведены, я был в 2, в Золотом и в станице Луганской, но результаты в течение длительного периода были очень позитивные, не было огня. Действительно, потом Россия опять в ближайших начала опять стрелять. Россия, эти формирования. Мы видим, что ситуация очень сложная, и Украина делает все. Попытки, вы видите, постоянно усилить представительство, призывы к Германии. Мы говорим, что нормандский формат, безусловно, по Донбассу, он наиболее такой сейчас это самый, в общем-то, действенный формат, другого нету. Я не согласен с формулой Штайнмайера, но эту формулу украинская позиция абсолютно четко, что вывод войск оккупанта, потом выборы. Тут проблема в том, что каждая страна ее интерпретирует по-своему. Мы видим, мы видели то, что президент предыдущий Порошенко, как он это трактовал в интервью, и это обуславливал, но обвиняли почему-то Зеленского, что Зеленский эту формулу предлагает переставить местами. А на самом деле же это было зафиксировано Порошенко еще в 2016 году.
это именно он, ну, я знаю, это, безусловно, видео есть. А позиция Украины Но с такой же четко... логикой можно говорить и про Минские соглашения, которые тоже были согласованы при Порошенко 15. Да, так, если мы почитаем Минские соглашения, то как бы, ну, там же написано, ну, я не знаю, как можно было подписать. Но я понимаю ситуацию, конечно, была очень трагическая ситуация Дебальцева. Ну, сейчас сказали, что это самый действенный способ. А другого нету. Другого нету. Ну, смотрите, президенты собрались в декабре, несмотря на все, они наработали документы, которые продвигали нас в решении вопроса Донбасса. То, что они не выполняются опять, ну, прежде всего по прекращению огня. Потому что во главе угла прекращение огня. Если стреляют, ну какие могут быть следующие шаги? Безусловно, но почему-то Россия, видите, вот то, что вы по поводу высказывания представителя России в Совбезе ООН, ну мы же видим, давайте, пока мы санкции не снимете, ну то есть это абсолютный шантаж, мы видим, что это абсолютно неконструктивная позиция. Возможно, тут нету такого механизма, чтобы быстро надавить на Россию, возможно, тут надо время. Санкции, они все равно действуют. Пока это механизм такой. Вот уменьшить еще огонь, какими путями? Ну, работает у нас трехсторонняя группа, работает ОБСЕ. Мы же в Нормандии в декабре решили, что ОБСЕ, круглосуточный мониторинг, именно то, чтобы вот этого же не было. Ну, не пускают на ночь, не пускают они, да, не пускают. Ну, Давайте перейдем к одной очень не менее важной теме, к теме воды в оккупированный Крым. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров считает, что президент Российской Федерации, говоря о том, что Киев лишил жителей Крыма украинской воды, пытается найти повод, чтобы скрыть пренебрежение международным правом. Такое мнение Рифат Чубаров озвучил в программе «Свобода слова» на ICTV. Давайте послушаем его прямую речь. Різкого падіння цін на нафту і деякі збільшення останніми тижнями воно не принесло якесь полегшення для російської економіки. Різке падіння взагалі економічних процесів внаслідок і коронавірусу, і санкцій. Тут вони відіграють свою помітну роль. Ув'язнення російських військових, ці авантюри і в Сирії, і в Лівії, ускладнення взаємовідносин з іншими державами. Все це говорить про те, що Путін у такий короткий проміжок часу, він опинився в достатньо скрутній ситуації. Путіну потрібно буде продемонструвати себе, як і в 2014 році, що він не просто не змінився, а він ще більше є таким зміцненим, що він такий же залишається мачо. Путін, як і Сталін, як би він не нехтував міжнародним правом, він завжди намагається знайти такі приводи для того, щоб приховати от таке брутальне нехтування міжнародним правом. Тут він буде знову показувати на прикладі Криму, що хунта в Києві, вона не постачає воду, що вона людей в Криму кидає на більш тяжку долю. С нами сейчас на прямой связи Володимир Фесенко, політолог, керівник Центру політичного аналізу Пента. Витаю вас. Витаю вас. Да, вот вы только что услышали заявление Рифата Чубарова, председателя Меджлиса крымско-татарского народа, относительно воды. И вот он сказал, что Россия пытается найти повод, чтобы скрыть пренебрежение международным правом. Вы согласны, вот эти попытки России открыть доступ к Северокрымскому каналу? Зачем? Что это? Нет, здесь все понятно. Есть проблема, нехватка воды на территории Крыма. Это проблема и для государственных структур, естественно, для населения тоже. Но если уж говорить о нарушении международного права, то это произошло в 2014 году. И все остальное, включая прекращение поставки воды в Крым, это уже следствие аннексии Крыма, следствие агрессивной политики России. А то, что Россия сейчас будет пытаться, учитывая возникшие очень сложные, острые проблемы с водоснабжением, будет пытаться оказывать давление на Украину,
чтобы открыть доступ Днепровской воды в Крым. Это уже очевидно. Есть соответствующее обращение. Вот недавно известная в Украине дама из Крыма Поклонская, нынешний депутат Госдумы, которая недавно прозвучала в скандале в связи с интервью Гордоном, вот она написала даже письмо в ООН, что якобы речь идет о нарушении прав человека в связи с отсутствием поставок воды в Крым. Но она не говорит, а почему так произошло. Поэтому здесь, конечно, цинизм и явное лукавство. Да, ну и другое направление вот такого давления России — это попытка организовать внутри Украины дискуссию на эту тему, чтобы как бы изнутри подтолкнуть украинское руководство к соответствующему решению, что якобы это такой должен быть жест доброй воли со стороны Украины по нашей собственной инициативе открыть водоснабжение в Крым. А как это может быть? Как это может произойти? Через влияние отдельных личностей кого? Нет, я мало верю в то, что это произойдет. У меня тут есть много скепсиса. Но сама дискуссия, попытки организовать такую дискуссию уже это происходило. Были высказывания от некоторых политиков и от оппозиции, и даже некоторые политики от правящей партии делали такие осторожные заявления или предположения. А это говорит о том, что дискуссия такая идет, даже в закрытом режиме. Но я вам скажу, на самом деле, это не только по отношению к Крыму. Я вот открою небольшой секрет. Когда началась эпидемия коронавируса, то в экспертных кругах началась дискуссия, а может быть, Украине стоит сделать такие жесты доброй воли и начать поставки, не знаю, там, медицинских материалов, там, наших докторов направить на оккупированные территории. Но даже если бы такие желания возникли, как их реализовать? Потому что закрытые пункты пропуска, пункты въезда-выезда. И здесь необходима добрая воля с другой стороны. Но вот эта дискуссия о жестах доброй воли, она на самом деле происходит. А Россия это, естественно, тоже будет использовать в своих интересах и через своих агентов влияния, депутаты от ОПЗЖ, ряд экспертов, они пытаются эту дискуссию стимулировать и оказывать через общественное мнение некоторое давление на президента Зеленского и нынешние. Вот скажите, сложная ситуация с водой на территории оккупированного Крыма, хотя вот многие говорят, что там проблем с питьевой водой нет, как раз-таки не хватает воды для промышленных предприятий и для военных баз, которые располагаются на территории оккупированного Крыма. Вот эта сложная ситуация с водой и инициатива сегодня, которая прозвучала из уст министра иностранных дел Дмитрия Кулеба о создании переговорной такой платформы по деоккупации Крыма, может ли спровоцировать Путина на эскалацию? Ну, инициатива по созданию переговорной платформы по Крыму, я не думаю, что это станет поводом для эскалации. По ситуации с водой. Я не эксперт по воде, поэтому я не буду оценивать масштабы остроты этой проблемы. Пусть эксперты оценивают, насколько там действительно острая ситуация, и, соответственно, насколько это может подтолкнуть Путина к каким-то агрессивным действиям. Я приведу один пример. Насколько здесь надо быть аккуратными и осторожными в оценке. Я помню историю и дискуссии 14-15 годов. И тогда очень многие мои коллеги говорили о том, что Крым Россия не сможет самостоятельно обеспечивать, поскольку нет надежных транспортных путей доставки ресурсов в Крым. Ну, тогда еще не было так называемого Крымского моста. Поэтому, мол, неизбежна попытка захватить все северное побережье Азовского моря. Так называемый сухой путь в Крым. Это была очень популярная точка зрения. Но ничего подобного не произошло. Я думаю, что в данном случае надо учитывать, пока Путин будет стараться договориться с Западом, с Трампом, с европейскими лидерами, я думаю, что он будет действовать, как и раньше, в формате гибридной войны. На прямую большую войну он вряд ли пойдет. Еще раз подчеркну, пока он будет пытаться договариваться с Западом. Дуже дякую. Дуже дякую. Спасибо. Володимир Фесенко, політолог, керівник Центру політичного аналізу Пента, був з нами на прямому зв'язку. Какая ваша позиция относительно воды? Нужно подавать воду на территорию оккупированного Крыма или же все-таки нужно как-то по-другому действовать? После деоккупации
в украинский Крым подавать воду. Мы понимаем, возможно, сейчас, я вот думаю, бесснежная зима, может, ситуация обостряется в этом году, или действительно Россия пытается путем вот экономического кризиса, путем пандемии, пытается поднять гуманитарные вопросы, как-то действительно надавить на Украину. Но мы понимаем, что если мы будем делать оккупацию для России дешевле, то как же мы добьемся этой деоккупации? И мы понимаем, что позиция проукраинских крымчан, которые борются, там, несмотря на все притеснения России, она заключается в том, что мы должны приближать деоккупацию. Понятно, что гуманитарные проблемы, они, безусловно, серьезные, но у России, я думаю, есть ресурс. Я тоже не специалист по воде, насколько это... Но если там проблема в питьевой воде, сейчас уже как бы даже мост есть, поэтому, пожалуйста, выделяйте ресурсы и обеспечивайте. Помните, просто я понимаю, да, насколько я понимаю, именно по международному праву, в той ситуации, когда была аннексирована территория, то ответственность за решение гуманитарных вопросов, да, 49 года, то решение этих гуманитарных проблем лежит на стороне оккупанте, аннексанте. Поэтому я не понимаю, я понимаю, конечно, позицию России, они хотят сделать информационный повод, и тем, кто не очень глубоко, возможно, на внутреннего зрителя, глубоко в международном праве, обвинить Украину, и оно действительно где-то можно, знаете, как на этом как хайпануть или что, то есть попытаться сказать, что мы правы, вот Украина, да, хунта не дает воду, несмотря на все ситуации. Международное право четко говорит, это проблема... Страны оккупанта, понятно. Да. А вот скажите, вы помните, лидер вашей фракции Давид Арахамия очень неоднозначно высказывался относительно возможной поставки воды в оккупированный Крым. Потом был очень большой резонанс, вы помните. Потом также ваш однопартиец Камильчук тоже высказывался насчет воды. И в эфире одного из украинских телеканалов говорил, что вот у него есть гениальная идея, что нужно подавать воду на территорию, продавать даже, он сказал, по цене газа, который Россия нам продавала в оккупированный Крым. И потом, опять же, мы слышали различного рода оправдания. Потом новый премьер-министр пришел, Денис Шмыгаль, из трибуны Верховной Рады Украины тоже затронул эту тему. Вот это вот было что? Вы вот внутри своей фракции обсуждаете этот вопрос как-то в каком-то режиме или нет? Или что это было, по-вашему? Я не помню до вот этого информационного повода, когда, не совсем корректные, но это личные позиции были, причем они потом действительно дали обоснование, что они имели в виду немножко другое. Вот во фракции вы обсуждаете этот вопрос возможной поставки воды в Крым? После вот этих вот заявлений, да, обсуждали. Я имею в виду, такого не было, как отдельный вопрос, то есть обсуждали внутри между собой. Я не помню, что это прям вот у нас балансирован вопрос, то есть есть специалисты, кто курирует направление, международная политика, дипломатия. Безусловно, там это обсуждение, оно на более уровне. Есть депутаты, отвечающие за экономику, за физкультуру и спорт, разные охраны. Да, я понимаю. То есть, специализация должна быть. Я думаю, что потом, в любом случае, были эти заявления уточнены, и наша позиция остается такой, которую я озвучил. Спасибо вам за позицию. Вот у нас буквально несколько секунд, 30 секунд до завершения нашего эфира. Еще один вопрос, который в первую очередь интересует крымско-татарский народ, нашу целевую аудиторию. Нас сейчас смотрит с вами Крым. Это внесение изменений в Конституцию Украины в части крымско-татарской национальной территориальной автономии. Вы, как народный депутат от «Слуги народа», готовы ли будете поддержать эти внесения в Раду, если они будут внесены в Верховную Раду? Да, я поддержу, и я знаю, что на уровне президента идет разработка этой темы, о том, чтобы, конечно, сложно сказать, это надо 300 голосов, мы понимаем тот состав Рады, настроение, что, я считаю, что это справедливо, потому что действительно нету, крымские татары, нету государства, где они, поэтому тут
С точки зрения международного права, тут этот вопрос он актуален, и он может звучать о том, что и автономию перевести в национальную территориальную автономию. Спасибо вам большое. Спасибо за позицію. Павло Фролов, народний депутат України, фракція «Слуга народу», був гостем нашої студії. Дуже дякую. Ну, а мы не прощаемся, а буквально прерываемся на 5 минут. Смотрите программу «Информационную Заман». После возвращайтесь к нам. Коршкенч.